У эвенов в крови всегда слушаться тех, кто раньше увидел солнце. И вот мы в самом красивом городе, в Санкт-Петербурге. Главная цель – встретиться и поговорить с Василием Афанасьевичем Кейметиновым «Коитти Коитметти». Ранним утром солнечного дня мы едем в город Ломоносов. Здесь последние 5 лет живет с супругой Василий Афанасьевич. Василий Афанасьевич Кейметинов родился в многодетной семье эвенов-кочевников Ломонхинского наслега. С детства впитал в себя всю красоту и мелодию родного эвенского языка. После окончания школы поступил учиться в Ленинградский педагогический институт имени Герцена. В 1960 году вернулся на родину, в Себян, работать директором школы. Здесь он встретил белокурую красавицу с берегов туманной Невы. Создали семью, родились дети. Но это история для другой передачи. Василий Афанасьевич ждал нас на скамеечке около дома. С большой радостью приветствовал нас на эвенском языке. Хорошо? Ночью нам не работает, отдыхает. В небольшом кабинете на рабочем столе разложены книги, рукописи. Здесь каждое утро Василий Афанасьевич работает, читает, пишет. Удобно устроившись, начинаем беседу. Нас с вами ломонхинскими эвенами называют. Да? Название, принятое священниками, когда регистрировали, переходили на православие. Ламут – это значит приморчанин. А мы, эвены, тоже слово ламут называем намоткан. Тоже с тем же значением, что приморчанин. Мы находимся вроде, живем, как говорится, много веков вот этих горных условиях, но вот моя бабушка, да и не только моя бабушка, и ваша бабушка, значит, они называли себя намотканами. Это общее название ламонкинских эвенов. Но мы, по данным исторической науки и лингвистической науки, мы по-другому тоже имели название. Вот, например, есть книга Рашида ад-Дина. Это персидский летописец XIV века. Он в этой книге упоминает неких кияты, кояты, коины. Так. Еще баргуты, баяут, кара. Это знакомые вам слова? Знакомые. Это в XIV веке. А потом уже в 50-х годах XX века известные ученые, доктора наук Глафира Макарьевна Василевич, Борис Осипович Долгих. Василевич сразу он и историк, и лингвист по эвенкийскому языку. Туголуков был такой тоже. И всем известный Окладников, Анатолий Петрович Окладников, говорили, что вот эти
коины, кояты, киеты, баргуты, упоминаемые Рашидом ад-Дином, к началу 17 века оказались, проходя через Охотское море, оказались в среднем течении реки Лена, ниже Алдана до Эдяна. Эдян – это Жиганский по-современному. Окладников как-то сказал, фольклор северных якутов в работе, спросил у Жиганского эвенка, вот где живут кияты-кояты, коины? Он, не задумываясь, сказал, это сакрырские эвены, они в Сакрыре живут. Вот так. Научные, государственные учреждения, значит, все лингвисты считают, что ламанхинский говор эвенов – это наиболее подвергшиеся якутскому влиянию. Объякученные, да. Потому что мы живем по сравнению со всеми эвенами, другими эвенами, ближе всех к якутам. Вот и они считают, что вот да, это такое вот влияние, все. Алфавит эвенский, это по нашему мнению. Я вот на этих наших предшественников опирался. Вот ныне все кандидаты доктора наук руководствуются русским алфавитом. Буквально русский. Но эвенский-то язык не диалект русского языка. Да. Это совсем другой язык, который относится к алтайской группе, алтайскому семейству языков. А алтайское семейство языков, это действительно входят и якуты к алтайской группе, да, и все тунгусо-маньчжурские языки. И вот я сказал, что баргузин, там, и все эти слова. Вот в этих словах имеются фонетические особенности, которые представители науки, лингвистики и государственные органы считают, что это влияние якутского языка. Наоборот, жил такой Николай Демьянович Дьячковский, первый доктор наук, получивший докторскую степень за изучение фонетики якутского языка. Он, например, сказал, что мягкие согласные «д» и «н» не, так, это позднее приобретение якутского языка. Если это поверить ему, и всем другим нашим, имеется в виду вот, нашим предшественникам тунгусоведам, то как раз мягкий «д» и мягкий «н», а также буква, вернее, не буква, а фонема «х» имеется только в эвенском языке имеется. Таким образом, получается, что сами якутские специалисты, наиболее известные специалисты, признают, что все-таки это позднее влияние, а поскольку у нас столько имеется, у чукчей нету вот таких, коряков нету,
этих, даже у эвенков нету. Ага, только в якутском, в эвенском языке есть. Например, вы знаете слово дявда, по-нашему дявда. Дявда – это сосна. А вот я и мои предшественники, вот, на которых мы говорим, пишем это дж, д с мягким. А современные пишут вот как раз с фонемой дягда, дягда. Это совсем другое, значит, слово возникает. То есть, я хочу сказать, это тоже опять, это давнишние наши, вот. Этому спору уже очень много лет, да, получается, Василий? Очень много. Да. Вот, например, все эти, как его, фонемы, которых считает как влияние якутского языка, встречаются во многих регионах нашей страны, Китая, Кореи, Маньчжурии, Монголии, даже в Японии. То бишь, значит, что я хочу сказать, когда они говорят, что это влияние только якутского языка, это неправда, неправильно, не научно. А в лексике эвенского языка много заимствований из языка якутов. В лексике. А в фонетике, фонетика это самая консервативная часть грамматики. Поэтому сохраняет очень много, значит, из древних языков. Вот, например, возьмем река Амур. Это нашего происхождения, тунгусского происхождения. А вот почему? Потому что вот все притоки реки Амура, начиная Шилка, Шилка это Хилка, ага. Значит, как его, он, это самые верховья реки Амур. Так, вот соединение этих двух больших рек, которые он и Шилка, он это песчаные. Вот отсюда начинается Амур. И ниже все, значит, это притоки реки слева и справа, они опять тунгусского происхождения слова. То есть там по всему Амуру жили? По всему Амуру, значит, это наши предки жили по всему Амуру. Кочевали. Это не только ламунхинские, это все вены, значит, это так. Вот, например, в Себяне небольшая речка, значит, это, которая называется Умур-Окат. Умур-Окат. Умур и Амур, это близко, верно? Друг к другу. А как переводится Амур? Как можно Амур объяснить? Это полноводная, многоводная, очень много несущая река. Амудди. Ага, да, Амур. Ага. Отсюда и Амур. И то, что именно так. Амур ежегодно доказывает, что название правильно дано. Да. Василий Афанасьевич, а вот это вот буква да. А я помню, еще у нас две точки наверху буквы, же знак есть у нас звук. Это тоже неправильно. Неправильно, да? Ага. Не изменится звук. В любом случае,
буквы конь это молоко. Хоть 3 точки поставь. Правда, что? Десяток, хоть кругом точками объяснить. Нёлтен, тогда мы пишем Н мягкое и Ö сразу, да? Н мягкий, да, и притом два О. Еще два. Долгое. Нёлтин. Нёлтин. Это значит, в переводе Савенского, это нечто восходящее. Нёлтен. Ага. От слова нёдай. Выходить, восходить, расти. Нёлтен. Хорошо. Да. И вот это вот У и Ü, вот это вот объясните, да. пожалуйста, еще раз. У и Синтиус, и Новикова, и Лебедев, и Рубик, они писали, значит, только У, но с черточкой над этим У. Так долгота обозначали? Да, это означало долготу. Но когда в учебнике значит, издают или вот научные диссертации, так, все вот эту черточку все пропускают. Вот, например, Укчендай пишут во всех этих Укчандай. Да? Укчендай, Укченок, но не Укченок. Ага. Вот поэтому вот, значит, это именно это, такое написание предложил я, опираясь на своих предшественников. Они говорили, два варианта есть гласного У, но они написали, в отличие от меня, черточкой, да? У с черточкой. А я уточнил, укен, это ковшик. Тоже долгота, но мягче, вот, чем У произносится. Вот долготу тоже говорят, значит, только якутское влияние. Но долгота-то гласного имеется в английском языке, в финском языке, и еще во всех языках алтайского семейства имеется, не только в якутском. Или возьмем дифтонгоиды. Ие, Иу, Иа, И, О имеется у синтиуса. А я добавил здесь-то, значит, Ие дифтонг. Так, Ека. Не Иэка, а Ека. Но вот ее фактически нету в эвенском языке, натуральном эвенском языке. Василий Афанасьевич, получается, у нас есть и мягкость, и долгота, и звуки, фонемы, которые есть в нашем языке, они должны графически отображаться в алфавите. Да. Должна быть графема, которая обозначается. Но почему их у нас сейчас нету в алфавите? Это, значит, это приняли в 1931 году, вот такое. Для всех малочисленных народов пойдет и Русский алфавит. Алфавит русского языка. Почему? Они действительно не специально так приняли, а просто не знали язык. Большие специалисты, как, например, Смедович и Танбагарас, в этом комитете в ЦИК, вот так приняли. Комитет Севера назывался. Вот этом комитете в ЦИК, который имел законодательную силу, право, вернее, они установили так и все. Сойдет и так. Это было начало, когда надо было дать народу письменность, чтобы мы писали на своем языке. Но должно же развиваться это. Новикова и Лебедев вот это предложили. Даже написали правила орфографии эвенского языка, вот с учетом всех этих особенностей.
1931 году создали вот письменность на Основе вот этой вот... за основу алфавитов народов Севера принять кириллическую графику. Вот они так и... Но потом уже как раз вот эти товарищи уже, значит, это, после того, как это было принято, уже в конце 40-х годов и до 80-х годов они открыли все эти особенности, которые я, значит, это тоже хочу использовать, да? Ага. Но была политика такая. Политика, во-первых, ошибочная языковая политика государства. Что все, как раз Россия, то в России должно быть все российские письменности у всех народов. Во-вторых, до этого не было изучено никем. Хотя были письменности и там сами Багарас, например, писал на латинице тунгусского языка, но то, что от латиницы отказались, как Россия, как свое суверенное государство, это с общей точки зрения правильно. Но это не значит, что мы должны соблюдать только кириллическую графику. Должны говорить так, как наши предки в XIV-XII даже веках говорили так, как вот, значит, они говорили, мы должны говорить. Если этих фонем не будет, сколько мы слов потеряем только в эвенском Невозможно посчитать, потому что в каждом слове, почти в каждом слове, значит, имеются вот те или иные звуки. Вот это я составил вот словарь, потому что все-таки русский язык это относится к славянским языкам, но не к алтайскому семейству языков. Хотя эвенский язык заимствовал из русского языка значительно больше, чем от любого языка, в том числе якутского языка. Но это не значит, что эвенский язык стал диалектом русского языка. На основе Ольского говора и Синциус, и Новикова открыли особенности фонетики эвенского языка на основе изучения Ольского говора Магаданской области. И все эти особенности фонетики, которых открыли Новикова и Синциус, имеются значит, в нашем ламунхинском говоре языка эвенов. Вот очень понятная же таблица, в которой все видно, в каком году, когда, чего, кто писал. И тут на вот какой эти, странице. Да, и вот эти все вот звуки, варианты гласных, фарингальные, сонорные, они же все тут есть. А почему нельзя ими пользоваться? Я уже после выхода на пенсию с госслужбы начал заниматься. И прошло это более 30 лет. Стучусь во все научные учреждения, значит, это в том числе Академии наук. Нет, как назвать? Институт языкознания РАН, Российской Академии наук. Они отвечают, что вот пользуйтесь тем, что издано. Примерно так. Что вы
не имеете научных степеней. Вот так. Василий Афанасьевич – один из немногих эвенов, который в совершенстве владеет родным языком, знает и чувствует все его оттенки, вкус и красоту. Бесценным подарком для нас стал выпуск пятитомного этимологического словаря эвенского языка. В этих книгах заложена вся мудрость и красота языка эвенов Ламынхи и не только. Готов к изданию большой орфографический словарь эвенского языка. Мы все его очень ждем и надеемся на скорейшее его издание. Человек, который в силу определенных обстоятельств не получил звание и научную степень, в одиночку справился с огромным объемом работы. Наверное, пройдет какое-то время, и по достоинству будет оценен вклад Василия Афанасьевича в сохранение и развитие эвенского языка. А для нас, сородичей и земляков, он, несомненно, является самым уважаемым и любимым учителем и наставником. Айч били аканти.